здесь находились квартиры. То есть этот дом построен, был проект постройки, изначально был проект вообще застройки этого района братьями Весниными. Они хотели создать здесь такую типа шаблу. Ну, судя по проекту, все красиво, прекрасно, конструктивизм, но проект района у них не приняли, зато им отдали напрямую проект постройки ДК ЗИЛ. Хотя изначально был проект, был конкурс на проекты в ДК ЗИЛ, где принимали участие и Леонидов, и Основы, и ОСА, и Ладовский, но никого не приняли, а потом отдали Весниным, потому что им как бы не дали весь район. И этот дом, и вот наши 3 дома строили, проектировали 2 архитектора, Волков и Бибиков. Тоже меня это очень радует. Волков и Бибиков. Если кто-то один, то это ничего. А вдвоем они классные дома построили. И, в общем-то, они построили 3 дома, в которых был вход через один подъезд. Был длинный коридор, направо-налево через квартиру, ну, как в отеле, там, да. Было очень неудобно, но, как бы, с одной стороны, инженеры рангом повыше жили поближе к выходу, рангом пониже жили подальше. И в 1986 году здание попало под реновацию, провели несколько подъездов, здесь забрали несколько квартир, скорее всего, людей, которых отселили за 101 километр. Ну, как иначе, заселили другими людьми. И здесь прорубили галерею, забрали 6 квартир. И вот появляется выставочный зал Пролетарского района. Ну, как бы, что делать? Первая выставка у нас, которая открывается, это художники, она называлась, как она называлась? Художники Пролетарскому району, по-моему, называлась, была выставка. Вот, здесь даже публикация. Нет, это авангардисты. Вот, художники Пролетарскому району. Гобелен для вернисажа. Ну, такая выставка декоративно-прикладного искусства. Все открылись, но как бы искусство взяло под крыло современное искусство, и нужно уже его показывать, потому что очень важная такая история, такая веха в истории. Тем более Раиса Максимовна Горбачева продвигает современное искусство, у нее есть идея вернуть те реликвии, которые были выведены за границу во время Второй мировой войны, назад в Россию. Как бы железный занавес упал, а как вот наладить вот эту коммуникацию, непонятно. И, конечно, Раиса Максимовна Горбачева, там Михаил Сергеевич, ну, давайте будет, там искусство еще сейчас, да, там мы возьмем под свое крыло, и ставит сюда руководителем Андрея Митрофанова. Вот я не помню его фамилию, но она точно есть, неплохая фамилия. Вот сотрудник КГБ. Ему нужно как-то здесь показать современное искусство. По словам Юрия Альбертова, он приходит к Юрию Альбертову, по словам Сергея Мироненко, он приходит к Сергею Мироненко, по словам Бориса Матросова, он приходит к Борису Матросову и предлагает делать выставки современного искусства. Ну, а с одним условием, так как хищность глаз и многопартийность, нужно создать свой клуб и зарегистрировать его. И тогда художники собираются и регистрируют свой клуб авангардистов Клава. Сначала они, потому что история ироничная, да, там вчера забирали в Лубянку, конфисковали работы, все увозили, группу Мухомора отправили в армию, а сегодня вдруг можно и в государственном зале. Они решают назваться все-таки клуб авангардистов, чтобы, ну, не заигрывать там, да, с этой иронией. Они организуют клуб авангардистов Клава и делают свою первую выставку «Творческая атмосфера и художественный процесс». Оля, привет, заходи. Можно, да? Да, конечно. Если можно, можно еще окно открыть. Да, в принципе, нормально. И по моим подсчетам, не знаю, Оксана, как-то, 23 человека, 23 художника вступают в клуб авангардистов Клава, официально который зарегистрирован в райисполкоме. В этот клуб, вот если вы видели, у нас на ресепшн есть такие маленькие лизографии, которые мы напечатали у себя в галерее. Это выставка Райтмана, как раз это диспут. Заходите, Борис Игоревич. А вот и Борис Игоревич Матросов, почетный председатель клуба авангардистов Клава, московский концептуалист, автор паблик-арт-проекта «Счастье языка». Я не концептуалист. Конечно, все концептуалисты так и говорят. Я не концептуалист. Никогда не был. Не концептуалист Борис Игоревич Матросов является почетным председателем клуба авангардистов Клава. Вау, классно. Борис Игоревич, вот, можно вам прочитать лизографию? У меня есть знакомая, ее зовут Клавдия, она будет счастлива узнать, что есть такой клуб.
Да-да-да, вот тут Иосиф. Да, и тут как раз на этой маленькой ризографии, Сидящий, это Врубель. да, вот здесь на ризографии Вадим Захаров, Захаров, Дмитрий Криков, Криков, Бакштейн, Бакштейн, Юрий Лейдер. Лейдерман, Юрий Альберт, Владимир Вороненко и Врубель. Рубель. Дмитрий Врубель. Рубель. Кличу подпольно. Врубель, хорошо. Рубель. Окей, окей. Это фотография из диспута, которая была вместе с... КГБшник, причем 25 КГБшников, и как бы был белый диск. Да, вообще о чем дискутировали? О чем диспут был? Заходите. Как жить дальше? Как жить дальше? Вообще о чем современное искусство и что это такое? Можно А это как-то связано было с выставкой? Выставка была вообще по очевидцам. Была шпалерная развеска, было все. Вообще экспозиция выставки менялась каждую неделю. Здесь есть у нас программа первой выставки клуба авангардистов Клава. Она длилась месяц. С 17 марта по 11 апреля. И каждые выходные сюда приходили люди. У нас есть архивные фотографии. Сейчас. Они перепечатаны уже, поэтому можно их трогать и смотреть. Посмотреть, что было. Вы же помните? Да, мы смотрели. Я периодически нахожу фотографии Сергея Борисова, цветные фотографии, где есть художники, которые ожидают перформанса. Вот в этом зале, в соседнем, где у нас мастерская сейчас. Там как раз вот то, что написала Ивет Американ, если вы читали первый текст, где молодой Борис Юханов сидит в ожидании... Юханан? Да, Юханан. То ли в ожидании перформанса, то ли в ожидании театрального представления на фоне полотна с ананасами. Мы на самом деле думали сначала, ананасы это или лук. Потому что фотография неоднозначная. Писатель интерпретировать странно. Тем более это концептуалист, там может быть и лук, и может быть, в общем-то, все что угодно. Сейчас я вам ее покажу. И очень интересно, что когда ты работаешь с архивом и погружаешься в эту историю, ты вдруг начинаешь жить другой жизнью, жизнью других людей. Ты погружаешься в эту тусовку. Хотя я помню, например, 87-й год, мне было 6 лет. Нет, мне было, 6 лет. Я пошла в первый нулевой класс тогда. Мне 16 лет. Я один была. Вот. Я еще тогда не знала всех этих людей. Меня просто пригласили друзья. Я сказала, Сосредоточенно снимаю. я была таким внешним зрителем, потому что можно мне каждый раз рассказываете, чтобы они увидели Вот. Выставка называлась «Творческая атмосфера и художественный процесс». Вот такой был баннер в окне. Прям так был, да, вы помните? Нет, не помню. Вот работа на газетах называется «Голубые у Большого театра» Константина Звездочетова. Это специально для КГБшников? Вообще, вы знаете, когда открылась галерея, перед открытием пригласили вообще кого-то из представителей партии сюда, 2 КГБшников. И перед открытием она пришла и как будто ей нужно было посмотреть, что можно вешать, что нельзя. И вот они вместе ходили, Мироненко вспоминает и рассказывает мне об этом. Говорит, и вот они ходят, и она говорит, вот вы знаете, вот эту работу нужно снять. А ей руководитель говорит, нет, ничего мы снимать не будем, все как висит, так и будет висеть. То есть в этот момент КГБ возоткнуло партию. И работы так и остались висеть. И это был такой переход в новую совершенно историю. Здесь была выставка Ильи Кабакова, которая называлась «Передача энергии». Здесь 2 работы, есть отдельная фотография с его выставки, где Илья Кабаков рассуждает, что, по мнению зрителя, есть какие-то работы иллюстративные сильные, есть какие-то работы иллюстративные слабые, и вот он вешает на один картон 2 работы
одну сильную, по мнению зрителя, другую слабую, и закрепляет между ними красную веревочку, которая передает энергию от более сильной работы к более слабой, для того, чтобы уравновесить вот это несоответствие. Это потрясающе. Это в 87-м было году или 88-м? Потому что была еще выставка в 88-м. Ну, в любом случае, уже перестройка, и уже работы, соответственно, разрешались. Просто разного интересно, подхода. знаете, когда первая выставка проходит, то важно показать что-то такое все. Да. А потом, когда уже дальше шла, действительно все двигалось более такой кураторской работе, более собранной. И вот эта работа, я ее дисциплина именины, она была в группе Аптас у Никиты Алексеева, она висела как раз Слушайте, на да стене. ладно. Так же, Это как- прям вообще все прямо герои. Так же, как и вот я тут на холодильник, правда, вешаю эту работу. Это работа Константина Звездочетова, роман «Холодильник». Помните ее? Она тоже была в квартире у Никиты Алексеева. Ну, у нас такой же холодильник, просто я подумала, что нашла, Это наверное. вот здесь это все было, да? Да. Это какой год? 87-й. Или 88-й. Холодильник привезли из Ахтарта. Нет, это я из ДК ЗИЛ забрала. Нет, я имею в виду, здесь было в 80-х годах, вы выставили холодильник. Нет, здесь холодильника не было. Он был у Никиты Алексеева. Но просто у нас появился такой же холодильник, и мне он греет душу, что как бы вот эта наша краеведческая выставка, она имеет хоть какое-то отношение к культуре и... Да. Это очень классно, что вы нашли такой холодильник. Сейчас, одну минуту, пожалуйста. Так, Ой, это работа прикладная, да? Ануфриева и Козлова. Когда они решили- Стоп, где же? Они вместе делали, когда они смешивали краску с манкой, для того, чтобы испытать новые... Вот. Это очень интересно звучит, и меня это очень радует. Вот эти работы, они выполнены с краской, смешанной с манкой для того, Они с чтобы... 80-х? Да, это Ну, 87-й я помню, год. в моем детстве так рисовали реально, вот когда мне было там лет 6, это было очень Манка была популярна, Модно, как медиум модно. для... модно, да. Дети все так рисовали, и это было страшно модно. В 88 году Лет 5. выставка... Пространность С чем? Ну, такие люминесцентные краски с манкой, и вообще это был пик вообще, это было самое супер. И это вот где-то там 70-е годы моего детства, я помню, там лет 5. Ну, поэтому я думаю, что манка, конечно, была не случайно. Манка отличный медиум. Идеальный. Мне нравится, что вообще искусственный концептуализм вот в нашей стране, он такой, как будто, вы знаете, американский бизон стал русской коровой. И это такое все близкое и понятное, и вообще, ну, как бы очень демократичное и простое для нас. Скульптуру надо было еще из манки делать, не то, что... Я думаю, что такое Ну, это было. были, да, очень А, объемные работы, а, да, конечно, как да, замечательно. ассамбляжи, конечно. Я надеюсь, с изюмом. там. Вот это фотографии с выставки «Перспективы концептуализма», которые делали Макаревич и Елагина. Здесь уже видна серьезная кураторская работа. Ну, как бы, если вы понимаете, что тогда вообще куратора, не было такого понятия куратор, да, в России. И экспозиция выставки и архитектура выставки – это такой достаточно, ну, непонятный, интересный процесс. Здесь фотографии как раз диспутов с выставки. А кто был, кстати, куратором? Бакштейн? Клуба авангардистов, да, был Бакштейн. Но Бакштейн выполнял функцию скорее менеджера, по словам Ануфриева, потому что и Мироненко тоже. Потому что Бакштейн, он был таким дипломатом. Он ходил в горком, он там договаривался, у нас есть рукописные тексты, я не уверена, Иосиф Маркович почерк это или нет, но там таким советским официальным написаны концепции выставок, которые нужно было сложить. А это кто? Бакштейн? Нет, он отдал в Пушкинский, а библиотеку отдал в еврейский музей централизации. Все-таки гараж? Да. А вот это кто у нас говорит, красавец с орденами? Это Юлий, как его? Юлий Буголев, Господи. поэт, да. Поэт.
Да, вот Да, такая вот была у история. нас выставка, выставочный зал Пролетарского района. Мгм. Мне нравится, я люблю такую Сейчас Ваня, а сейчас как называется? Сейчас. Галерея Пересветов переулок, серый козырек. Нас путают с военкоматом часто. Очень. Заходит типа сдаваться, да? Ну, Да. печать поставить, Как да. написать? О, печать поставить? Да, даже Ну, ставьте, я не надо отказывать, я считаю, надо Мне ставить. нужно охранница сразу, не знаю, охранница, они спрашивают. А это чьи как бы работы? Пойдите. Так, я там подписывала. Спасибо вам, Галя, огромное. Это Сказывала. невероятно вообще. Да. Вот это как воспринимаете. Просто так шикарно вообще. Вы же не уходите еще? Конечно, конечно. Слугане. Что тут это вот эти 3 года не было, забыл. Ладно, да, извините. Ой, это же этот самый наш С любимый, чаем можно? как его, история. Да. Можно? Да, можно. Счастливо. Сахар без? Без. Сведенская возвышенность. Я тут, к сожалению, не помню. Слишком рано. Вот так. Ну, обычно на обратной стороне пишут. но Да, да, здесь нет, нет, он- да, я тоже подумала. Это для скульптуры стоит, что это там делать. А ты решил все задокументировать.